Всем привет, друзья! На многих видео уже на ютубе и даже в телевизоре, там на ютубе в основном, конечно, вижу там, где уже сеют, пашут, сеют, вернее. А у нас зима, друзья мои. Вот, видели в самом начале, во столько еще у нас снега, море снега, как говорится. Зимой морозы, у нас наст. Вот такие дела. А сегодня у нас церковный праздник, день 40 святых. В этот день принято кушать сочни. 40 сочней, что ли, надо скушать. 40 сочней, конечно, мы не испечем, вернее, Маша. Но она что-то на кухне сегодня стряпает. Вечер, она на кухне что-то стряпает. И я сейчас к ней присоединюсь. Что она там делает, посмотрим. И также запишем небольшой видеорецепт. Поехали! Сейчас посмотрим, что она там делает. Чищу картошку. Картошку чистит. Я к вам, Мария Олеговна. Иди, помогай. Короче, друзья, нам разрешили войти на кухню, мы идем на кухню. Ага, а вот и я. Вот и я пришел. Как там дела у тебя? Ничего, идут. Идут дела, да? Чищу картошку, заканчиваю. Так. У нас сегодня сочни картофельные. Сочни картофельные. Да? Да. Картошку, я смотрю, в мундире сварила Маша. А почему в мундире? Я видела, как мама делает. Как мама делает. А с мамой не поспоришь. Мама у Маши работала всю жизнь поваром. Вкусно готовит. До сих пор очень вкусно. Кстати, еще у мамы Маши сегодня и у моей тещи день рождения сегодня. Вот. Сейчас-то уже вечер. Маша сходила. Мама-то. А сочни так, сегодня как день 40 святых, и делаем сочни из картошки. Картофельные сочни называются. Так, вот столько примерно картошку, да, пюре будем делать. 2 яйца, да? Сколько раз яиц? Одно яйцо. Одно яйцо, вот столько примерно сметаны. Не надо. Это все на глаз теста. Потом покажем консистенцию теста. Блин, это слово никогда не выговариваю. Ты думала, что я не приду сегодня к тебе? Ждала. Ждала? Ждала. Свидание? А что, свидание не назначила? Ты же сам уже знал. Что-то ты быстро эту пюрешку взяла, да? Вкусно, да? Я пюре хочу. Попробовать можно, нет? Там яйцо сырое не хочу. Вкусно? Ой. Соль. Еще. Еще добавлю. Сюда этого не надо ничего.
муку еще и все. А масло? Ага, да. Да, забыла масло. Папа, Напомнил. хорошо, что папа пришел, да? Я помню. Было масло. Мгм. Масло добавили. Очередь дошла до муки. Добавляем муки, просеиваем. Потихоньку. Немного сразу, потихоньку. Чтобы было состояние теста годное для лепки лепешек, да? Ну, сочный, называется сочный, картофельный сочный у нас так в Шире называют. Картофель сочен. По-коми. Вот так, постепенно добавляем муку. Немного сразу я. Кусочек. Кстати, рецепт этих блюд еще есть у моего земляка на канале. На природе в Коми канал называется. Он тоже делает такие сочные, вкусные. И он одноклассник Маши. Вот. Привет, Олег! От нас! Да, большой привет. Ты шанги любишь, я знаю. Я по-своему делаю, он по-своему. Ну, смысл один и тот же. Картофельное пюре. Просто он там, наверное, не в мундире картошка у него была. И там он клал вместо масла маргарин, по-моему. Но Маша по-свойски делает. А смысл один и тот же. Чтобы получились лепешки. Ну вот примерно консистенция теста. Вот такая, такой густоты. Вот. Ну как тесто получается. Из картошки. И будем лепить лепешки. Мука. Мука и обваливаем. Ну, лепешки там лепить. Так что. Раз, шлюп-шляп и готово. Шлюп-шляп и готова лепешка. Но у разных народов это называется по-разному. Например, у нас сочен, это в Коми, картофеля сочен. Есть еще простые сочни, без картошки, а это с картошкой, картофеля сочен. И это на противень еще будем сразу выкладывать. Смажем растительным маслом это противень. И крылышком от рябчика мажем этот противень. Кто-то говорил, что... Ирма спрашивала, чем мы перед первым использованием рябчиковых крыльев, чем мы обрабатываем их? Рукой! Шарк! Я же писал уже там, шарк и готово. Ничего там нету плохого в этих крыльях. Ну, может, кому-то... Вот такие небольшие. Я люблю небольшие лепешки. Маша это знает. Давай. Вот такие лепешечки. Не зря я сегодня сюда пришел к тебе опять. Ты все время здесь. Что интересно, зрители думают, что ты, блин, что за человек? Только на кухне и околачивается. Да, Возле да, жены. ребята. Возле жены. Да. Маша продолжает лепить. Картофели сочнее, а я продолжаю болтать, ребята. Коты спят. Тишина. Один я болтаю, Маша тоже не очень разговаривает. Я люблю слушать. Поговори со мною, Маша. Сейчас еще поснимаю лепку этих сочней.
Маленькие. Да. Небольшие. Совсем маленькие. Это совсем маленькие. Для себя. Чтобы раз и готово. Вообще-то надо нам печь сегодня, ты знаешь, 40 штук. Но 40-то уже не будем делать, давай. Ну да, конечно, 40 это много. 40 это много для нас. Детей нету. Никого Нити нету в городе. щас. Вот так выкладываем сразу на противни наши сочни. Вот такой процесс у нас. Ну вот. Очередной вечер у нас кулинарный, так сказать. Ну, днем хотели, ну, Маша хотела днем, а днем что-то она сходила на день рождения к маме, потом чуть-чуть припозднилась и решили вечером состряпать. Вернее, Маша решила вечером состряпать. А я никогда не откажусь от выпечки, Машиной выпечки. Я только за. Руки не поднимаются, а я бы две руки поднял за. Вот у нас красавцы готовы. И Маша прокалывает вот так. Такие дырочки вилочкой. Ну, для того, чтобы это они не набухли, или как по-русски правильно. Но если без дырочек, они как будто надуваются. И образуется там кармашек. Если делать с кармашками, можно пополам. А ты знаешь, что если вот, например, делать с кармашками, вот эти сочни, ну без дырок, то потом разрезаешь пополам и в кармашек ложишь там фарш, еще что-то, овощи можно, да, и получается, что да, я Сам пробовал. не пробовал, я видел это, но не пробовал. Это так делают Где? в интернете. Ну, в следующий раз попробуем. Вот такая партия, повторюсь. И еще нам вторая партия такая будет, да? Нет, А, не будет. Ну, на 3-4 штуки может быть. да. Сколько? 3-4 штуки еще. Да. Да. Ну, 3 может, да. Идем. Пока у нас включена духовка на 200 градусов, и пускай она нагреется. Ну, как только там свет выключится, значит она нагрелась. И отправим этих красавцев. Ничем не надо обработать. Ну что, у нас духовка готова. Духовка готова, ребята. Маша еще добавила жар. 220 поставила. Но это же выпекается при большой температуре. Ну, я же не спорю. Я только еще оператор. Я оператор сегодня. 220 градусов. 220 градусов. Посмотрим, что за кочерышки выйдет оттуда. А ты не каркай. Все. Все, давай. Ну вот, господи, вот это. Все, благословляешь. Как всегда. Ждем. Ну, напомню, друзья, сегодня у нас, так сказать, церковный праздник, там, крестопоклонное воскресенье, по-моему. Угу. И еще день 40 святых, что ли. И по этому поводу мы сегодня испекаем сочни. Ну, по правилу, конечно, надо постные. Но вот у нас как-то не получается постные эти делать. Все равно туда ложим и вот сливочное масло положили. Сметану, яйцо. Ну не постным, а так-то постные надо делать. Вот. У нас церковь очень красивая. Новая церковь построили. Пользуясь случаем, хотим сказать от нашей семьи спасибо, что в Нюшере такой
ну, который руководил этим всем проектом, организовал. Большое спасибо, то, что у нас такая церковь появилась, очень огромная, очень красивая. Маша часто ходит в церковь, по возможности всегда выбирается. А я жду лета, как только лето, ну, нормальная дорога там будет, и там пандус есть, я уже смотрел в прошлом году. Просто церковь еще не была достроена и не заезжал. Вот. А мы сейчас что, дальше будем сидеть и ждать. Сережа, ты что, заснул, что ли? Сережа, ты что, заснул, что ли? Да, немножко прикомарил. Сиденье отпустил, ребята, и вот, видишь, поднимает меня. Прикомарил немножко. А знаешь, что мне, Маша, снилось? Как будто я попал на тут берег реки у нас в Мишеле. Тот берег. Да. Я на коляске воду не могу переходить. Быстренько поднялся и полетел. Не веришь? А вот такой сон у меня был. И сразу к тебе, Летать неплохо. и сразу к тебе я полетел. Ну, Ума и хвата, как говорится, по ком. Не хотел я на той стороне на ночь остаться. Вот так. летают, значит, растет, да? Я не Получается, знаю. все еще растешь. Получается, я вот так. Прилетел я, значит, обратно. Итак, все. Сколько примерно прошло? А мы не смотрели время. До готовности. Ну-ка покажи. Эх, ребята, шикардос! Мария Олеговна, что скажете? Все получается как надо. Ты меня любишь? Люблю. Так, смазываем мы это все сливочным маслом и с рябчиковым крылом, да? Крылом. Рябчиковое крыло. Красивые. Это бренд, комый бренд, мазать рябчиковым крылом. И все мажут гусиным, да, что-то, а мы мажем рябчиковым. Да? Да. Мария Олеговна? Да. Ну скажи на камеру один раз хоть, что я сильно тебя люблю. Сам должен говорить, а не я. Я Ох, каждый... какие мягкие получились. Да? Угу. О. Я люблю эти. С маслом. Я люблю эти шанишки. Я люблю тебя. Вкусные, мягкие. Вот такие сочинки, да? Угу. И еще вторую партию уже будем делать. Вот так, друзья, выглядят наши красавцы. Вот такие. Ну это просто вот... Это просто песня, ребята. Вот такие красавцы. Все испеклось. Все вкусно, очень сочно. Мягкие, да. Вообще, Угу. бесподобно. Да. Ну-ка, первой пробует сегодня хозяйка. М. Вкусно, да? М. Честно. Вкусно? Я тоже сейчас попробую. Давай я попробую тоже. Горячий, да. Вкусно. Горячий.
Ебически. Мягкие. Очень вкусно. Как горячее. Сметана, горячее. яйца. Со сметаной вообще мягкие. Так что советую делать со сметаной. Ну что, все? Вот у нас такие красавцы. На праздник. Мягкие. Выглядят вообще шикарно. Вообще шикарно выглядят. Чай и конфеты. И мы начинаем пить чай с сочнями. Напоминаю, картофель, сочен, картофель, покоми, картошка, сочен, ну сочный. В разных регионах по-разному называют такие лепешки. У нас вот так. Очень вкусно, Маша. Не забудь мужа угостить. Дай один я закушу. От твоих рук. Вкусно. Сейчас еще. Сейчас наклонюсь. Коляска высокая, приходится наклоняться, потому что руки не поднимает. На этом все. Заканчиваю наш кулинарный вечер, так сказать. И по традиции говорю спасибо, кто был с нами. Я знаю, многие сейчас уже смотрят, некоторые говорят, что пересматривают наши видео. Такой видеорецепт. Рецепт, как обычно, я не буду выкладывать. Посмотрите, он простой. Картофельное пюре, мука, яйцо, соль, Сметана, масло. Все. В каких пропорциях это все делается примерно, Мария Олеговна примерно все кладет, получается вот на ура. Ладно, все. Всем пока, всем спасибо. До новых видео, друзья. До свидания. Пока.